В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях этого дня. Завершились паромные перевозки по маршруту Кангалас-Сотинцы, что касается переправы Якутск-Нижний Бестях. В Якутии 11-летний ребенок позвонил в полицию и спас родителей от мошенников. Подробнее о схеме аферистов. Условный пожар в лаборатории техникума города Нерюнгри. Как прошли противопожарные учения? Будущее арктической авиации за детьми. О профильной смене «Профстарт». Близится международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Озвучим главных звезд ковра. В Якутии в следующем году намерены сохранить объемы финансирования поддержки сельского хозяйства. В 2024 году программа развития сельского хозяйства составляет около 16 миллиардов рублей. Проект закона о бюджете республики рассмотрят на пленарном заседании Илтумена 22 и 23 октября. Накануне предстоящего заседания глава региона АСН Николаев встретился с руководством и председателями постоянных комитетов Илтумена. Бюджет следующего года будет непростым, самым сложным за последние годы. Есть вопросы по многим направлениям, в частности по сельскому хозяйству, написал в своем телеграм-канале Айсен Николаев. Завершились паромные перевозки по маршруту Кангалас-Сотинцы. Сегодня, 18 октября, паромы выполняли последний рейс в этом году. Об этом сообщил руководитель компании-перевозчика Иван Заровняев. Что касается переправы по направлению Якутск-Нижний Бестях, паромы до конца недели будут осуществлять перевозки без изменений в графике и по летним тарифам. Кадетская школа стала центром притяжения для школ, носящих имена героев Великой Отечественной войны. Там состоялся республиканский слет, посвященный 80-летию победы советского народа. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Уникальное мероприятие посвящено увековечению памяти тех, кто проявил мужество и отвагу в служении Родине. Этот слет – дань уважения подвигам тех, кто защищал нашу Родину и трудился во имя ее славы. Приняли участие 16 школ республики. Все они представили на выставке свою поисково-краеведческую и научно-исследовательскую деятельность учреждения по изучению подвига героя, имя которого носит школа. У нас есть два уровня поисково-исследовательской работы: республиканский и всероссийский. Последняя 9-я экспедиция мы выиграли у президентских грантов. Этим летом мы поехали в город Москву, где работали 3 дня в Государственном архиве Российской Федерации. И еще я хочу добавить, что наша поисково-исследовательская работа зашла в 100 лучших общественных инициатив Республики Саха-Якутия. На слете собрались ученики, учителя и ветераны. Каждый из участников привнес свою историю, рассказывая о подвиге своего героя, который стал символом мужества и самоотверженности. Школы, носящие имена героев Советского Союза, маршалов и простых солдат, стали местами, где память о войне живет и передается из поколения в поколение. Мы представляем 24-ю школу. У нас 10 экспозиций. Климаков Сергей Иванович родился в деревне с очень хорошим названием. Староселье Калужской области в 1921 году в семье председателя сельсовета, участника Первой мировой войны Климакова Ивана Ивановича. После школы он окончил годичные курсы учителей и в 16 лет стал учителем сельской школы. И заочно поступил в Егорьевский педагогический институт. Он был настоящим лидером. Слет направлен на воспитание патриотизма и гражданственности у молодого поколения. В атмосфере уважения и благодарности прозвучали стихи, песни военных лет и показательные номера. Мероприятие стало не только данью памяти, но и площадкой для обмена мнениями о том, как сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям. Даяна Федорова, Нургун Старостин, Якутск. В Якутии 11-летний ребенок позвонил в полицию и спас родителей от мошенников. 16 октября в дежурную часть отдела полиции по Хангаласскому району поступил телефонный звонок от ребенка, который сообщил, что его родители разговаривают с кем-то по телефону и оформили кредит, отправив незнакомым 350 тысяч рублей. Участковый приехал по адресу и провел беседу с потерпевшими. 11-летний мальчик своим звонком в полицию спас родителей от большого долга. Отец мальчика получил подозрительные звонки через мессенджер Telegram
Telegram мужчине сообщили, что истек срок договора по обслуживанию абонентского номера, а затем и взломе личного кабинета в приложении госуслуги. И теперь якобы неизвестные оформляют кредит от его имени. Родители успели направить 175 тысяч рублей из собственных сбережений. Школа номер 19 в Якутске находится в микрорайоне «Птицефабрика». Первую четверть учебного года успешно завершают более 600 детей. Здание, где сейчас идут учебный и воспитательный процесс, было построено более 40 лет назад. Поэтому учителя и родители не раз поднимали вопрос строительства дополнительного корпуса. И с апреля этого года полным ходом идет строительство пристроя общей площадью более 5000 квадратных метров на 346 мест. В данное время строители утепляют фасад, внутри идут отделочные работы, также монтаж 2 лифтов. В дополнительном здании разместят более 30 классов. Общая стройготовность объекта составляет около 70%. На объекте задействовано порядка 130 человек рабочей силы и 3 единицы техники постоянно присутствуют на объекте. На данный момент завершаются работы по утеплению фасада, канализации, электричества, тепла подведены к зданию. На данный момент ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. Должны сдать объект до Нового года. Мы прилагаем все усилия для этого. Учащиеся школы села Арылах на каникулах сделают ремонт школы благодаря программе школьного бюджетирования. Это новое направление для вовлечения школьного сообщества в принятие бюджетных решений для развития школьной территории и инфраструктуры. Более подробно расскажут наши коллеги. В декабре прошлого года активные школьники села Арылах презентовали проект обустройства школы. В рамках проекта ребята получили бюджетное финансирование на улучшение школьной инфраструктуры. Цель нашего проекта – это формирование условий для всестороннего развития детей. То есть мы собираемся реализовать до конца наш проект благоустройства зоны комфорта ЦДИ. Наш грант в размере 300 тысяч рублей. Мы на эти деньги уже закупили мебель, краску. И в каникулярное время мы планируем покраску стен на 1-м этаже фойе. В инициативном бюджетировании вовлечены все – администрация школы, педагоги, родители, ну, конечно, сами школьники. У ребят видений, как улучшить школу и ее общественное пространство, уйма. Сегодня они уже ждут, не дождутся каникул. Не для того, чтобы отдохнуть от школы, а чтобы поскорее приступить к реализации своего проекта. Школа – это не просто место, где нужно учить уроки. Здесь я чувствую себя свободным, могу экспериментировать или творить что-нибудь еще. И быть самим собой. Это место, где мы создаем свою атмосферу, где дети могут расти и развивать свой потенциал. Миссией школьного инициативного бюджетирования является активация подготовки школьников к их участию в общественных изменениях, затрагивающих различные элементы внутришкольной инфраструктуры. А реализация таких проектов дает возможность максимального раскрытия творческого потенциала учащихся, проявления себя, возможности попробовать свои силы в разных видах деятельности. Анна Васильева, Мирный. О самых актуальных событиях Алданского района мы узнаем в подборке новостей от наших коллег. Предлагаю посмотреть. На днях из Алданского района была отправлена очередная партия посылок для российских военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации. В сборе гуманитарного груза приняли участие трудовые коллективы и общественные объединения. Между тем, у неравнодушных активистов работа не останавливается. Наряду с плетением маскировочных сетей женщины Совета пенсионеров Алданского района изготавливают для бойцов подшлемники и шьют одеяла, которые можно использовать в качестве носилок. Ребята у нас рассказывают, они говорят, не только что, говорит, мы там накрылись, ими под семья подстелили. Они, говорит, нам очень нужны, когда у нас, говорит, ребята остаются на поле боя, и мы не можем их вынести в связи с серьезной ситуацией. Все равно кто-то, говорит, у нас есть, подползает, мы хоть их накрываем. А они у нас непромокаемые. И потом, говорит, мы можем этих ребят на эти же одеяла-носилочки и вытащить.
К другим темам сотрудники золотодобывающих компаний и студенты политехникума получили возможность помериться навыками и умениями в конкурсе профессионального мастерства. В поединках сошлись токари, электрики, водители большегрузных машин, мастера по ремонту автомобилей и сварщики. Площадкой проведения состязаний стал политехникум. По словам конкурсантов, задания оказались вполне посильными, хотя волнение, конечно, присутствовало. Для студентов, конечно, это неоценимая польза, потому что любой участник студента, хочет он или не хочет, он все равно подсматривает, что делают конкурсанты с промышленных предприятий, и где-то в рамках того, чему он научен, да, но уже ловит какие-то хитрости и премудрости, которые со временем приобрели сотрудники предприятий. На днях детский сад «Колобок» принял воспитанников после капитального ремонта. Уютные обновленные группы – это далеко не все сюрпризы, которые ожидали ребятишек. В помещениях установлена новая мебель, игровые пополнились интересными игрушками, а с инновационными технологиями куда увлекательнее станут занятия. Что-то мы уже получили, устанавливают, новые стеллажи для игрушек получили. Что-то еще вот мы ждем буквально со дня на день должно подойти. Много новых игрушек, много дидактического материала. Ремонт в садике продолжался 4 месяца. Главный фронт реконструкции и отделки развернулся только на 2-м этаже. На 2025 год по госпрограмме запланировано утепление фасада. Кроме того, коллектив надеется, что в следующем году также преобразятся группы и помещения 1-го этажа. В этом году проделана огромная работа, полностью отремонтирован 2-й этаж, замена электропроводки, ремонт помещений, замена сантехники всей. Я очень надеюсь, что на следующий год глава нас поддержит и будут выделены средства на ремонт 1-го этажа. А мы переходим к новостям культуры. Завтра в Алданском театре юного зрителя стартует новый творческий сезон. В этом году ТЮЗ отмечает юбилей. Первых зрителей театр принял 45 лет назад. Премьеры и захватывающие постановки, детские спектакли и долгосрочные проекты. Взрослых и детей ожидает масса незабываемого и увлекательного. Продолжая завоевывать сердца зрителей, служители Мельпомены налаживают сотрудничество с учреждениями культуры республики и России. Ну, в новый сезон, как обычно, коллектив заходит с надеждами, с определенным оптимизмом. Мы не унываем. Все, что для нас, от нас требуется, мы делаем. Артисты готовы работать, режиссеры ставить, музыканты петь, костюмеры шить. И, в общем-то, все работают, все готовы. Сильнейшие спортсмены страны и ближнего зарубежья приступили к учебным тренировкам. Первыми в Алдан прибыли российские биатлонисты. Через несколько дней к ним присоединились лыжные сборные России и Белоруссии. В этом году осень выдалась довольно мягкой, и пока спортсмены оттачивают мастерство за городом, где снег уже лег. С образованием устойчивого снежного покрова тренировки будут проходить на территории школы Олимпийского резерва. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Особое внимание противопожарных служб всегда направлено на объекты образования. В Нерюнгри прошел очередной пожарно-тактический учение. Подробности далее. Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание через ближайший выход. Такой звук сирены оповещения о пожаре прервал занятия в лабораторном корпусе Южно-Якутского технологического колледжа. Здесь прошли тактические учения по тушению пожара и эвакуации находящихся в здании студентов и сотрудников. По легенде учений, пожар начался здесь, в производственно-ремонтной лаборатории. От короткого замыкания загорелся вот этот электрощитовой шкаф, после чего пламя начало быстро распространяться на информационные стенды и мебель. И пошло очень сильное задымление. В ходе учений была проверена система оповещения, состояние эвакуационных путей и выходов, отработаны приемы и навыки эвакуации и спасения студентов. Во время занятий прозвучала пожарная тревога. Я, как преподаватель, вывел студентов согласно плану эвакуации на улицу. Грамотные действия и слаженная работа всех расчетов позволили выполнить поставленные задачи в кратчайшее время. Условный пожар потушен, гражданские лица эвакуированы в безопасное место. Оценка данных учений удовлетворительна. Есть некоторые замечания не критичные, то есть, скажем, те, которые бывают у нас постоянно, но тем не менее
меня разбор учений был проведен. Замечания имеются как со стороны администрации объекта, так и подразделений пожарной охраны. Но для этого и будет определен протокол сделан, и на основании этого протокола будут проведены и дополнительные занятия для должностных лиц и личного состава подразделений для отработки всех этих ошибок. Подобные учения в учебных заведениях проводятся регулярно. К образовательным учреждениям всегда особое внимание, а своевременная профилактика и неукоснительное исполнение требований пожарной безопасности снижают риск происшествий до минимума. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Илтумен обсудили проблему межмуниципальных перевозок по маршруту Якутск-Жатай. Вопрос перевозок между двумя муниципальными образованиями возник в 2020 году. Тогда состоялся ряд совещаний, в результате которых Министерством транспорта республики была разработана дорожная карта по организации перевозок. Однако никаких изменений не произошло, но вопрос остается актуальным в связи с отказом основного перевозчика МУП «Япак». Приостановка работы маршрутных автобусов вызывает возмущение большого количества жителей. С 21 октября маршрут номер 109 возобновит свою работу по обычному графику вплоть до 31 декабря текущего года. В кратчайшие сроки необходимо организовать маршруты ответственным за исполнение данных полномочий органам исполнительной власти республики. В Якутии продолжается работа по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Основная ответственность психологов заключается в экстренной профессиональной помощи тем, кто вернулся с боя, а также в работе с ранеными и с проявлением боевого стресса. Психологическое сопровождение осуществляется с учетом индивидуального состояния каждого человека. Что и касается работы с родственниками и близкими, то особое внимание уделяется тем, кто страдает от долговременной тревоги, стресса, утрат и горя, а также испытывает состояние неопределенности и дезориентации. Специалисты отмечают эмоциональную закрытость, избегание у обратившихся за помощью людей. Несмотря на это, благодаря профессиональной работе психологов люди получают помощь в полном объеме. Только за прошедшую неделю в республике, а также по выездному госпитальному направлению специалистами центра отработано 173 новых и повторных обращений, проведено около 224 индивидуальных групповых видов психологических работ. Будущее арктической авиации за детьми. В детском лагере «Сосновый Бор» стартовала профильная смена «Профстарт». В ее рамках пройдет проект «Будущее арктической авиации», в котором примут участие ученики из арктических районов. Подробнее о работе лагеря расскажет Тимур Калмогоров. В лагере собралось порядка 100 детей из 19 районов республики и школ столицы. Все они находятся здесь для того, чтобы найти для себя свой путь в профессию. В программе смены запланированы как дополнительная подготовка по профильным предметам, так и творческие конкурсы, мастер-классы и встречи со специалистами и экспертами в области авиации. Обучающиеся 10 классов арктических районов – это будущие студенты летного училища, которые интересуются именно профессией пилотов, механиков, стюардесс, то есть авиационной линии. По итогам программы ребята поучаствуют во Всероссийском фестивале беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба» с 29 по 31 октября, который пройдет в Якутске. Основная проблема, конечно же, мы, если наблюдаем в арктических районах, это конкретно нехватка наших в авиационной отрасли. И чтобы устранить эту проблему, мы для них провели отбор и отобрали тех ребят, которые точно хотели бы поехать учиться в авиационное училище или университеты. В рамках смены с ними будут работать профориентологи Центра опережающей подготовки Республики Саха-Якутия, которые тоже будут наблюдать, насколько все-таки школьник способен поступать в авиационное училище. Организаторы подчеркивают, что работа по проекту «Будущее арктической авиации» будет продолжена и в следующем году. По ее итогам дети, которые свяжут свою жизнь с авиацией, по получению высшего образования поступят на работу в свои родные края. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Благодарим, гордимся и ставим в пример. Такие поздравительные слова прозвучали сегодня в зале правительства номер 2, где вручили государственные награды и почетные знаки. Среди них за особые заслуги в воспитании детей и большой вклад в общественную жизнь республики.
Также знаки «Почетный отец» и сертификаты на 100 тысяч рублей вручили Дмитрию Лукину из Чурапчинского района, Павлу Харлампьеву из Вилюйского района и Виталию Илюхину. Они являются многодетными отцами. Всех награжденных поздравил заместитель председателя правительства Георгий Степанов. Он отметил, что именно от родителей дети получают любовь, ласку и формируется полноценная личность. Очень благодарна своим труженикам, своим коллегам, что они отметили мою трудную работу. Я очень благодарна всем. Сегодняшним днем я поздравляю всех матерей, отцов. Пусть живут счастливо. Пусть будет много детей, улыбок. Воображай и создавай. В Малой академии наук подходит к завершению профильная образовательная смена «Киномания», объединяющая 68 юных кинематографистов из 10 районов Якутии и проходящая при поддержке Алроса. Какие итоги представили участники смены, расскажет нам Вероника Таюрская. Гример, второй режиссер, звукорежиссер и другие профессии из мира кино примерили на себя участники третьей образовательной смены «Киномании». В течение 12 дней 68 школьников погрузились в увлекательное приключение, во время которого создавали свои собственные короткометражные фильмы. Традиционная «Киномания» прошла при поддержке Алроса. Организаторами выступили Малая академия наук Якутии, Парк будущих поколений, Арктический государственный институт культуры и искусств. Я рассказал детям, чем занимается художник-постановщик, реквизитор, как работать на площадке, взаимодействовать со всей группой, что такое бутафория, декорации. Ну, я надеюсь, дети переняли опыт и будут использовать в своих фильмах. Конечно, дети творческие, много идей, интересно было поработать. Изложить основную идею и заложить важный посыл за 10 минут. Это лишь один из критериев, по которым оценивали конкурсантов. Школьники боролись за победные места в 14 номинациях, среди которых лучший фильм, лучший монтаж, лучшая афиша и другие. Как подобает в кинопремии, итоги подводят на фестивале. И ребята перед объявлением победителей прошли по красной дорожке. От смены я ожидала очень многого, потому что от всех своих знакомых активистов слышала. В первую очередь мне понравилась организация. Она замечательная, вожатые, повара, кстати, очень вкусная еда. И, в принципе, пригласили педагогов, правда понимающих свое дело, знают, что делать. Умение работать в команде, креативность и нестандартность мышления – это те навыки, которым научились юные кинематографисты во время профильной смены в Малой академии наук. Больше всего понравилось то, что организовали в общем такую смену, то, что у нас очень часто происходят какие-то мероприятия, к нам приезжают разные известные люди из медиасферы, приезжают, дают нам советы, рассказывают о своей работе. Часто у нас бывают мероприятия игровые. Школьники со всей республики представили свои короткометражные фильмы жюри и получили ценные наставления от именитых экспертов. А награды нашли своих героев. Образовательная смена «Киномания» организована при поддержке Алроса и Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск, Актемцы. Жребий брошен. Сегодня вечером состоялась жеребьевка всех весовых категорий. Якутскую школу борьбы на Корхинском турнире представят 92 борца. Чемпион первенства России, серебряный призер из страны Лев Павлов начнет борьбу с 1/16 финала. В первой схватке он встретится со своим земляком. Далее соперник определится в борьбе между Федором Постниковым и иранцем Яно Паурсан. У болельщиков также большой интерес вызывает весовая категория до 74 килограмм, где будет выступать участник Олимпийских игр Виктор Рассадин. В первой встрече Виктор пропустит схватку, он начнет борьбу с 1/4 финала. Его соперником будет или же Николай Донзаленко, он с Иркутской области, или же наш Бабаранов Иннокентий. Втамир Шинимаев, дальше есть, и, скорее всего, в полуфинале он будет, или же Индус Чанар. Это верхняя сетка. А в нижней сетке это Александр Болтоев, Албанов Акумов и иранец.
Завтра с 10 часов в спорткомплексе «Триумф» стартует международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. На ковер выйдут борцы из 13 стран. Главными звездами ковра станут чемпионы мира Ахмед Усманов, Абазгаджи Магомедов, призер мира Евгений Журбаев. Участники Парижской олимпиады Эрназар Ахматалиев из Кыргызстана, Виктор Рассадин, также лидеры сборной республики Лев Павлов, Константин Капрынов, Олег Фомин, Нюргун Сергин и другие. Судейский состав турнира составит из высококлассных специалистов. На коркинском ковре будут работать одни из лучших судей. После Олимпиады правила не менялись, но последний чемпионат мира был, который проводился в преддверии Олимпийских игр, были ряд изменений, связанных с негативной борьбой, с убеганием в конце встречи, когда спортсмены начинают тактически становиться на колени, и Международная федерация стала с этим бороться. Никаких изменений по челленджу. Для тренера дается 10 секунд для того, чтобы принять решение, воспользоваться протестом или нет. У спортсмена есть гораздо больше времени, и как только ситуация перешла в нейтральную позицию, у спортсмена есть 10 секунд для того, чтобы посмотреть на табло, понять ситуацию и уже потом принять решение. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.